Здравствуйте! В эфире рубрика «Интервью» и веду сегодня я, Егор Генрих. С 14 по 21 июня в парке Ергаки состоятся учебные сборы Хакасского отделения военно-патриотического движения «Юнармия». И об этом сегодня мы поговорим с заместителем министра образования Хакасии Татьяной Карташовой. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Татьяна Евгеньевна, давайте для начала расскажем нашим телезрителям вообще, что такое «Юнармия» и что она из себя представляет. Всероссийское движение, общественное движение «Юнармия», движение молодое. 28 мая исполнилось 3 года этому движению. В Хакасии возникла эта организация сразу же в 2016 году, и базировалась она на базе уже действующих военно-патриотических клубов Республики Хакасия. Министерство образования всегда оказывало внимание патриотическому воспитанию молодежи, и поэтому на момент создания в республике уже действовало более 100 военно-патриотических клубов на всей территории. То есть, получается, на момент создания Юнармии объединились клубы патриотического воспитания, и появилась одна организация? Появилась, наверное, системная работа в области военно-патриотического образования, воспитания молодежи. Такое узкоспециализированное направление деятельности. Это дети, которые интересуются историей, начальной военной подготовкой и имеют, наверное, такую вот уже готовность присоединиться к такой большой армии нашего движения. Это движение, оно преследует образовательные цели и задачи, либо все-таки больше воспитательные? Здесь, конечно, прежде всего это воспитание. Воспитание в духе патриотизма, любви к родине, знания своих героев, истории своей страны. И, конечно, даются прикладные навыки и умения, начальная военная подготовка. Вступить в движение можно с 8 лет. В каждой школе, в каждом муниципальном образовании есть уже действующее движение, к которому можно присоединиться, написав заявление, которое будет рассмотрено. То есть просто так всех не принимают, это есть некий отбор, некие этапы для того, чтобы проверить готовность ребенка к вступлению в эту организацию. У нас сейчас на территории 1500 юнармейцев. Большая вот такая организация. Кроме того, открыты 9 муниципальных отделений. 12 июня открывается 10-е отделение в Таштыбском районе. Ну а в сентябре мы уже охватим всю республику, и у нас будет в каждом муниципальном городе, районе будет свое отделение юнармии. Большинство это мальчиков, да, но есть и активные девушки, которые, как я и говорю, наравне с молодыми людьми, вот, например, прошли в составе военизированной коробки на нашем торжественном марше 9 мая. Уже не первый год эта организация, это саяногорские девушки, участвуют в прохождении торжественным маршем. Есть ли какие-то успехи у нашей юнармии? Я так полагаю, все равно мы куда-то выезжаем, где-то соревнуемся и так далее. Чем мы можем похвастаться? Вы знаете, у них очень насыщенная жизнь. У нас с 1 марта приступил к обязанностям начальника штаба нашего республиканского Федоров Юрий Александрович. Это человек с большим опытом. Он руководитель клуба «Ирбис» Усть-Абаканского района. И, наверное, вот началась слава хакасской молодежи, юноармейской молодежи как раз с этого клуба. Они неоднократно участвовали в таких региональных мероприятиях, как военно-патриотическая игра «Победа», были победителями. Далее они участвовали в окружных военно-патриотических играх, таких как «Сибирский щит», «Зорница». Вот «Сибирский щит» они сразу взяли 2-е место. Ну и, конечно, наша слава – это всероссийская игра «Победа», 2-е место. Что за мероприятие пройдет в Ергаках, чему оно посвящено? Хакасия одной из первых стала сотрудничать с войсковыми частями Министерства обороны. И у нас уже не первый раз проходят вот такие военно-патриотические сборы по образцу армии. Ребята проживают в казармах. Ну а вот в летний период ребята выезжают в наш уникальный природный парк Ергаки, где расположен центр учебной военно-спортивной подготовки Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации. То есть с ними будут заниматься действующие офицеры? Да, получается? Там действительно будет очень мощная подготовка. Туда едут самые лучшие юноармейцы со всей республики в количестве 60 человек. Едут и девушки, и юноши. Великолепная база, природа, ну и, конечно, содержательная часть, очень важная. Это и горная подготовка, это верховая езда, это умение завязывать основные узлы, это спасательные мероприятия в горной местности.
Тропа героев – это вот такая полоса препятствий в природных условиях, очень сложная. Поэтому вот разнообразная программа. Там есть и спортивная деятельность, позволяет инфраструктура, есть плавательный бассейн, есть тренажерный зал для ребят. У нас есть культурная программа. В этом году юноармейцы на закрытии покажут классический танец, юноармейский вальс. Тоже будет интересно. В этих сборах кто может принимать участие? Есть ли какие-то возрастные ограничения? Может, ограничения по здоровью? Во-первых, по положению это ребята от 14 до 17 лет, которые имеют заслуги, которые проявили себя и состоят в юноармейском движении Республики Хакасия. Конечно, вот на конкретно эти сборы требуются очень сильные физические данные, да, физическая подготовка, справка медицинская о состоянии здоровья, потому что это и походы, однодневные походы, но это и поход на Висячий камень, и на пик спасателей камень, и кроме того, наверное, там очень тяжелое снаряжение, которое под силу только нашим сильным, выносливым, стойким ребятам. С ними работают действительно настоящие военнослужащие, да, они живут по армейскому распорядку. Кроме того, у нас активно участвует наш республиканский военкомат в организации содержательной программы. Это строевая подготовка. ДСАФ, который проведет лазертаг. Это тоже полюбившееся такое игровое мероприятие. Это Российское военно-историческое общество, которое предоставило нам очень красивые книги по истории России, автор Мединский, председатель Российского военно-исторического общества. То есть здесь мы проверим ребят на знание истории, на их интеллектуальный потенциал. И, наверное, в завершение нашей с вами беседы вопрос, зачем нужны подобного рода мероприятия? Первое, наверное, повысить уровень каждого ребенка, который интересуется армией, который уже имеет достижения, который, возможно, поступит или в военную образовательную организацию, или, конечно же, пойдет в армию. И вы знаете, сейчас уже есть те преференции, которые мы можем предложить молодежи. То есть юноармейцы могут получить дополнительный балл к ЕГЭ от 3 до 10 баллов, около 20 гражданских вузов Российской Федерации, и практически большинство военных вузов дают такие бонусы для молодежи. Кроме того, наш республиканский военкомат тоже при предъявлении юноармейской книжки дает возможность молодому человеку выбрать род войск. Уважаемые телезрители, рубрика «Интервью» подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была заместитель министра образования Хакасии Татьяна Карташова. Татьяна Евгеньевна, большое вам спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам.